Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы подошли к памятнику Салавату Юлаева, который по решению главы республики 30 июня будет начата демонтаж и увезена на реставрацию. Мы неоднократно выступали, что памятник не нуждается в снятии, так как в 2018 году, когда впервые объявили, что он наклоняется, приседает, а потом в 2020 году, когда заявили, что чуть ли не на 10 сантиметров ежегодно она падает, прошло 7 лет. За 7 лет это было бы уже под метр наклон, который можно было бы заметить невооруженным глазом. А если 60 лет учитывать, что она стоит почти, то памятник давно лежал бы на реке Белой, со слов Азамата Галина. Он так выразился: если такие наклоны были, они должны лежать уже на реке Белой. К сожалению, нас не услышали. Какой-то ООшка, недавно созданный, сделал экспертное заключение. Правда, подписали заключение маститые люди, бывший главный архитектор Питера, 2 культуролога, преподавателя университета. Но все дело не в том. Мы действительно памятник когда посмотрим, увидим, что там покраска облезла, что есть места, где ржавые. Но это не основание для снятия памятника. Вот я стою перед вами, у меня есть костюм. Костюм одет на мое тело. Костюм держится за счет моего тела. Точно так же этот памятник, вот этот внешний кожух, закреплен на каркас. Этот каркас является силовой конструкцией, которая удерживает этот памятник. Ржавчину, вот эта краска, все это можно снять на месте. Стальной каркас учитывается, вот по федеральному закону рассчитывается его долговечность и прочность по определенным законам сопромата. Но никто такие расчеты не произвел, не были предоставлены, и силовым решением решили почему-то памятник снять с постамента. У меня очень плохие предчувствия. Я сомневаюсь, что памятник вернется на место. Меня никто не убедил. То, что всякие пропагандисты, журналисты, люди творчества там в один голос подпевали главе, для меня это ничего не значит. Один народный поэт выразился, что он стареет, и памятник постарел, поэтому нужно его снять. Другой дама творческой наклонности этого профиля сняла целый фильм, показала ржавчину на кожухе. Но то, что нужно, расчет стального корпуса не был произведен, который доказал бы, что стальной корпус не имеет достаточной прочности. Постамент стоит на сваях, она намертво замурована в скальную породу, никаких движений ни свай, ни стального каркаса нету. И поэтому на месте можно было очистить памятник и покрыть его антикоррозийным покрытием и на этом закончить. К сожалению, был привлечен для работы ООО ТСДРУ, казанское предприятие, который не имеет опыта работы с такими памятниками. Единственный памятник, где он работал на субподряде, это Родина-Мать, с которой они обдули пыль и грязь, и на этом их опыт работы с памятниками заканчивается. А про питерский, который экспертизу делал, я уже сказал. Когда я заявил, что 150 тысяч рублей на то время было достаточно для получения лицензии для проведения экспертизы, мне многие заявляли: да там целый штат профессоров и так далее. Я могу сейчас этим критикунам сказать: вот появилась у нас ООО «Салаватская», имеет более серьезную лицензию на добычу и разработку 1 000 000 тонн меди, не считая молибдена, золота, серебра. А в штате 1 человек. Как он умудрился получить лицензию? Точно так же, как питерская ООшка, заплатив деньги. А все остальное – это уже выдумки. Я поэтому прощаюсь с памятником.
словам главы я не верю, что памятник вернется. Возможно, найдутся идейные люди, которые со временем восстановят памятник. Если это будет утерян, восстановят его по задумке скульптора бронзовым металлы. Всего хорошего.